На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 27 апреля. В регионе активно обсуждают первую в истории глобальную реконструкцию Чувашского театра оперы и балета. На днях в его стенах архитекторы представили предварительный эскиз проекта обновленного здания. Идей касательно реконструкции было много. Например, по мнению разработчиков проекта, театру необходимы дополнительные площади. Вокалисты, хоры, оркестры и танцоры нуждаются в собственных пространствах для репетиций и гримерках. Архитекторы предложили возвести двухэтажный пристрой, где артисты смогли бы готовиться к выступлениям. Там бы расположилось кафе или столовая. Но это предложение поддержали не все. Также прозвучала мысль убрать часть парковки и украсить освободившееся место малыми архитектурными формами. То, что вы хотите занять малыми этими архитектурными формами парковочные места, я не поддерживаю. У города есть уже концепция благоустройства вот этой зоны, где сейчас лес, где кустарник. Вот, пожалуйста, чуть пониже. Для молодежи можно что угодно сделать. Но парковочные места я бы предложила все-таки оставить. И вот эту зону слишком не засорять все-таки этими формами. Подобные обсуждения, по словам архитекторов, помогают понять, чего хотят люди, и точнее выстроить творческое задание. Время на это пока есть. Реконструировать объект планируется до 2025 года. В Чебоксарах вновь состоится парад дошколят. В этом году, по словам сити-менеджера столицы, он запланирован на 8 мая. Более 2000 детсадовцев вместе с педагогами пройдут единым строем по Красной площади, демонстрируя разные роды войск вооруженных сил России. Участие в Параде Победы – дело ответственное, даже для семилеток. Подготовка в столичном детском саду номер 50 началась еще месяц назад. Сначала дети учились маршировать в музыкальном зале, а с наступлением теплых дней – на улице. Ребята совместно с педагогами отрабатывают строевой шаг, знакомятся с принципами построения и движения в парадных коробок. Наш детский сад в этом году представляет военную форму времен Великой Отечественной войны. Мы считаем, что очень важно отдать дань памяти тем, кто добился этой победы и заплатил такую высокую цену. Парад дошколят в Чебоксарах проводится с 2015 года. Проект неоднократно отмечали на всероссийских конкурсах высшими наградами, как событие патриотической и гражданской направленности. 7 городов Чувашии вошли в перечень привлекательных для путешественников. Перечень населенных пунктов тур-интереса составило Федеральное агентство по туризму. В список вошли Чебоксары, Цивильск, Мариинский Посад, Ядрин, Алатырь, Шумерля и Козловка. Проекты по развитию туристической инфраструктуры этих городов прошли конкурсный отбор на грантовую поддержку от Ростуризма. Эти населенные пункты также будут учитываться федеральным Минстроем, когда будут распределяться средства на адресное благоустройство в 2023 году. Среди предложений муниципалитетов – установка навигационных стоек и информационных стендов, обустройство смотровых площадок и мест для отдыха. Кстати, по количеству городов, вошедших в перечень представляющих туринтерес, Чувашия уступает лишь Московской области, от которой в список попали 8 населенных пунктов. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».